Звучит гимн Кыргызстана. Так начинается любое торжественное мероприятие на базе ВВС США в 30 километрах от Бишкека. За 2 месяца до истечения срока пребывания иностранного легиона на территории республики Пентагон меняет руководство военного объекта. Личному составу представляют нового командующего. Полковник Блейн Холт по-военному краток. Говорит, что авиабаза будет выведена из Кыргызстана, как только он получит приказ из Вашингтона. Тем временем администрация США предпринимает отчаянные попытки сохранить базу Манас. По мнению политологов, давление на власти Кыргызстана будет только усиливаться. Пока все происходит достаточно дипломатично. Впервые за много лет президент Соединенных Штатов отправил в Бишкек письмо, поблагодарив народ и руководство страны за усилия по стабилизации ситуации в Афганистане, вклад в борьбу с терроризмом и наркотрафиком. Глава Кыргызстана Курманбек Бакиев провел консультации с руководством МИДа. Решили написать ответ Бараку Обаме с учетом национальных интересов страны. Эксперты гадают, что это может значить в неведении и американские военные. Я прекрасно знаю о ситуации, сложившейся в этом вопросе. Уже несколько доставок было произведено, кое-что вывозится. А будут закрывать базу или нет, я еще не знаю. Если отдадут приказ, я буду его исполнять. Официально Кыргызстан разорвал соглашение о военном сотрудничестве не только с Соединенными Штатами, но и с большинством их союзников. О решении вывести из республики базу Пентагона Курманбек Бакиев заявил в Москве на переговорах с Дмитрием Медведевым. Россия положительно решила вопрос об оказании стране беспрецедентной экономической поддержки в размере более $2,5 миллиардов. Кыргызстан тут же решил распрощаться с иностранным легионом. Мы уже на протяжении 3 лет говорим о том, что надо пересмотреть условия соглашения, что те вопросы, которые экономическая компенсация, которую она не устраивает ни коим образом Кыргызстан. Но мы не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов. Парламент Кыргызстана очень быстро денонсировал соглашение с США и их союзниками, на основании которых в республике разместились иностранные военные. Американская сторона была официально уведомлена о том, что базу пора сворачивать. До 18 августа 2009 года последний заокеанский солдат должен покинуть территорию страны. Первое время Пентагон спокойно относился к тому, что объект придется закрыть. Американские генералы заявляли, что найдут альтернативные пути доставки грузов в Афганистан и откроют новую базу где-нибудь в соседнем государстве. Но с приближением срока закрытия объекта в Кыргызстане тон Вашингтона заметно изменился. Смелых заявлений за океаном уже никто не делает, а президент США пишет в Бишкек приветственные послания. Альтернативой авиабазы Манас является только, вот, скажем, авиабаза Наваи. Ну, а доведение ее до уровня авиабазы Манас потребует 2-3 года и $200-300 миллионов. Поэтому, я думаю, в интересах Соединенных Штатов Америки договориться с Кыргызстаном и в этом вопросе. Вслед за Бараком Обамой письмо руководству Кыргызстана написал президент Афганистана. Хамид Карзай, в отличие от главы США, прямым текстом попросил Бишкек приостановить вывод американской базы и обратился к Курманбеку Бакиеву с предложением встретиться лично. Эта встреча состоялась в Екатеринбурге в рамках саммита глав государств ШОС. Беседа прошла в закрытом формате. Представленный прессе отчет содержит набор стандартных протокольных фраз. Переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания. Стороны подтвердили намерение оказывать друг другу всестороннюю поддержку в борьбе с терроризмом. Что ответит Бишкек Кабулу? С одной стороны, власти Кыргызстана не раз заявляли, что вопрос с базой США решен окончательно и обжалованию не подлежит. Но сейчас о помощи просит президент страны, где уже 30 лет не прекращается война. Хамид Карзай подчеркивает, что обстановка в Афганистане ухудшается. Существует опасение, что лишившись аэродрома в Бишкеке, через который проходит основной поток техники и продовольствия для американских войск, сдерживающих талибов, боеспособность коалиционных сил заметно снизится. Вашингтон, судя по всему, надеется сохранить базу Манас, несмотря ни на что. Пентагоновский генерал прибыл в Кыргызстан по случаю смены командования военного объекта. В адрес Бишкека только реверансы и благодарности, как будто за океаном и не слышали о том, что база ВВС США должна быть закрыта. Правительство Кыргызстана продолжает подчеркивать свою приверженность нашим коллективным усилиям в борьбе против терроризма. Мы продолжим укрепление нашего партнерства и дружбы. Спасибо всем вам за то, что вы пришли на церемонию смены командования.
оборудование. Нет никаких внешних признаков того, что американские военные собираются сворачивать базу. Журналистам рассказали, что часть оборудования вывозится, но показать или хотя бы объяснить, какое имущество или техника уже отправлено на родину, военнослужащие США так и не смогли. Только бывший командующий базой перед тем, как улететь домой, посулил Кыргызстану большие деньги в случае, если пентагоновский объект все-таки останется в Кыргызстане.